всегда спрашивают, зачем мы зашли в ВК. Никто ВК не пользуется, ВК, наверное, уже давным-давно мертв. Лучше качать Телеграм, и только так станешь знаменитым. Но на самом деле ВК сейчас активно себя прокачивает, так как раньше это была основная площадка, сейчас конкурентов много, и они стараются себя максимально развивать и выстраивать какие-то лазейки, чтобы люди к ним приходили. На самом деле, давать контент из других аккаунтов вообще никак, потому что ВК настроили очень умную систему, которая блокирует людей, дублирующих контент из других аккаунтов. Даже если у вас есть два аккаунта, один резервный, другой ваш, все ваше, вы никак не докажете, что вы взяли у себя же свой контент. Вам нужно делать все заново, перезаливать, ставить другую геолокацию или еще как-то, но дублировать контент ни в коем случае нельзя, иначе вы попадете в банк теневой, и вас никто не выложит. Дальше, при выкладке клипа. Здесь это видео будет якобы вы сняли его в Казани. Это меняется в настройках в телефоне. Дальше, когда клип появляется у вас на стене вашего сообщества, через кнопку «Редактировать» вы вставляете текст. Ни в коем случае вы не вставляете большой лонгрид какой-то текст на сам клип при выкладке, а делайте это только через кнопку «Редактировать» в самом сообществе. Иначе у вас вот такой большой лонгрид, он просто забанится и никуда дальше не пройдет по просмотру. И не делаем клипу больше минуты. Первые 3 секунды самые важные, но это, я думаю, что золотое правило вообще любых вертикальных видео. И дальше. Важный момент, стоит ли выкладывать видео в ВК. Мы проверяли эту площадку и поняли, что этот видеохостинг тоже монополист, и они не хотят ни в коем случае, чтобы люди выходили к ним из YouTube. А очень часто при выкладке видео в ВК у нас есть заманчивый такой вариант, просто закинуть ссылку из YouTube, ролик будет выходить, как будто бы это прям ролик, человек нажимает и перекидывается ему на YouTube. И все думают, так круто, я из ВК смогу перегонять трафик на YouTube, и просмотры будут сыпаться туда, так здорово. Но на самом деле это так не работает, потому что ВК, как только будет видеть, что у вас ссылка ютубная, будет блокировать ваш контент. И вот мы сделали такую проверку. Ниже вы видите ролик, который был залит ссылкой через YouTube, а выше это мы залили ролик просто через выложить видео, подождать, когда все конвертируется, пройдет модерацию и так далее. И за сутки просмотры на первом версии и на второй. Вы можете увидеть, какая разница, просто ВК вас бустит, потому что вы заходите на его площадку как блогер, как автор, и делаете для него уникальный контент, для него это интересно, ему круто, что на его видеохостинг заходит, учитывая, что конкурент как YouTube рядом всегда дышит. Поэтому он вас будет, просто сам вам будет дарить аудиторию, предлагать вам, закидывать вас в такую рекламу легкую. А если вы будете это делать через YouTube, ему, конечно же, будет это неинтересно, он будет понимать, что вы просто заходите на его площадку. Поэтому очень важный момент, который ВК также очень токсично себя проявляет и ведет себя некрасиво. Вот. И следующий слайд. Собственно, да, вот главное правило, где бы вы ни были, всегда выкладывайте QR-коды с собой. Также важный момент, который хотела бы обозначить и еще раз проговорить, я уже об этом говорила, но всегда смотрите на вашу целевую аудиторию, кто на вас подписывается, что он делает. Обязательно выходите и не бойтесь выходить на коммуникацию с другими людьми, с блогерами, с продуктами и вообще кем угодно на кросс-посты. Кросс-посты — это то, что вас спасает, это то, что делает вам хорошо для вашей аудитории, пустит вас. Если люди будут другие видеть, что у вас есть конкурсы, у вас есть прикольные розыгрыши, прикольные коллабы, он будет видеть это, смотреть, и другие партнеры будут видеть, что вы кому-то интересны, и предлагать вам сами. Собственно, первые месяца-два нашей работы мы выходили на коммуникацию сами, писали, стучались, говорили, что вот, можно, пожалуйста, сделать с вами коллабу, мы все сделаем, дизайн сами, все сами, все, что вам нужно сделать, выложить это у себя на странице и отметить нас. Мы делали все сами своими ручками, они выкладывали нас у себя на стене. И так, собственно, росла наша аудитория. Сейчас к нам сами приходят люди, просят сделать то же самое. И это намного интереснее и лучше. Просто нужно потерпеть, терпение и труд. Вот. Мы в нашу команду медиа активно принимаем ребят, кто хочет попробовать себя в этом. Мы даем площадку для развития, для работы. Поэтому, если вдруг захотите, вот по следующему слайду вы можете написать мне в Telegram, если вам вдруг интересно будет поучаствовать, офлайн, онлайн, без разницы, мы просто помогаем нашим ребятам развиваться в разных сферах, если вдруг вы хотите себя попробовать в качестве
блогера, рилсмейкера, видеоклипы сделать, подкасты снимать. Мы на всех площадках представлены и делаем очень много всего. Спасибо. Если есть вопросы, Том, спасибо тебе большое. Друзья, есть у кого-нибудь вопросы? Так, если нет, спасибо тебе большое за столь информативное выступление. Итак, у нас сегодня есть еще один спикер. Это Диляра Хайруллина. Она эксперт по личному бренду, блогингу и проявленности. Давайте поаплодируем ей и встретим. Всем большой привет. Сейчас дождемся презентации. Сегодня мы с вами поговорим о том, что вообще такое личный бренд. Я буду немножко подглядывать, потому что вчера я была супер на такой крутой энергии, сегодня тоже, но вчера было чуть-чуть лучше, потому что я не смогла заснуть из-за этой энергии ночью, и сегодня чуть не выспалась. Но это не важно. Вот, и я хочу быть максимально полезна и не хочу ничего упускать. Но скажу, что это будет не совсем лекция. Я хочу вам рассказать про то, как через внутренние ощущения, через внутреннее состояние вообще работает личный бренд. Потому что личный бренд в первую очередь это... Итак, можно себе в Инстаграме я записана как Диляра Хайруллина. Кстати, вы можете... Блин, прикиньте, у меня там неправильно написан Инстаграм, и свой Инстаграм неправильно. Обидно. Да, там вместо У, типа вот такая, вот русская И, а не как русская У. Вот. Попрошу вас снимать вообще меня на видео. Во-первых, потому что у меня помощница не смогла прийти, и мне нужен контент. А во-вторых, в конце я вам расскажу, как и какой подарок вы можете получить за видео и отметку в сторис с инсайтом. Поехали. Расскажу вообще подробно о себе. Меня зовут Диляра Хайруллина. Я эксперт по личному бренду, блогингу и проявлению через внутренние экологичные отношения с собой. С блогом в 1500 подписчиков у меня более 40% охватов, постоянные предложения сотрудничества. Как видите, как минимум я здесь нахожусь, это тоже через Инстаграм. И также я зарабатываю примерно от 100 000 рублей в месяц, что тоже классно, потому что я зарабатываю на любимом деле. И, в принципе, у меня очень свободный график. Также я работаю не только с экспертами, то есть, естественно, личный бренд в первую очередь нужен экспертам, но и в моей работе были первые лица Татарстана. Можно дальше. По кейсам. Нет, чуть выше. По кейсам. Сейчас. Вот. Я сделала 2 запуска духовному коучу на охватов в среднем 300. То есть 300 человек его смотрели примерно каждый день. Было и больше, было и меньше, всегда по-разному. Мы сделали запуск на 1,5 миллиона рублей. Продавали его курс. Организовала офлайн мероприятие клиенту на 80 человек. Одно было на 80, второе было примерно на чуть меньше, там 50-60. Далее, на охватах 100 в сторис нашли 3 инвесторов. Неправильно это написала, извините, пожалуйста. Каждый из них вложил в проект от 7 миллионов рублей. Вот, получается, у меня был клиент, он строит премиальные дома для отдыха и получается, приглашает туда инвесторов, которые вкладываются, и далее он как управляющая компания выступает. Короче, все получают доход, все счастливы. И также сняла обзор на свой город и собрала просмотры X3 от количества жителей в нем. Я родом из Азнакара, может кто-то знает этот город. Вот. Это не Камыш. Азнакам, Азнакай, Бейж, говорят, Да. да? Бывает там. Вот, можно дальше. Ниже. Вообще личный бренд, что это? Личный бренд – это прямая коммуникация между вами как личностью и вашей деятельностью, вашим образом, вашими предпочтениями. То есть все, что есть в вашей жизни, это уже личный бренд. Единственное, его нужно только проявлять. То есть найти
показать себе это и проявлять уже в мир. Почему вообще это важно? Во-первых, в первую очередь сейчас идут за энергией, за человеком, а не за продуктом, потому что, ну вот на первый взгляд вы думаете, что там много уже экспертов, да, в Инстаграме там все продают курсы и так далее, но будут всегда покупать, потому что у каждого человека своя энергия, и она близка разным людям. Поэтому всегда найдутся клиенты, всегда будут блогеры, всегда будут эксперты. И это на самом деле очень круто. И также покупают, получается, чтобы оказаться в биополе, что очень важно. То есть хороший личный бренд — это значит полный образ человека и то есть его жизнь, личность, образ жизни, деятельность и то, как вы помогаете людям, ваши ценности и вообще